Тонкости бизнеса, риски, плюсы и минусы ведения собственного дела. Участники школы фермеров отныне имеют огромный багаж знаний, который им точно пригодится. Федеральный образовательный проект в Ингушетии проводился впервые. Его успешно завершили 30 человек, которые сегодня получают красные дипломы о профессиональной переподготовке. Свой долгожданный диплом о переподготовке получает Магомед Сароев. Он, конечно, не новичок в фермерском деле, опыт работы и небольшой бизнес уже есть. Но больше знаний, лучше практика. Предприниматель планирует развивать агротуризм, строить гостевые дома в этническом стиле и показывать красоту ингушской культуры. Школа фермера помогла Магомеду стать еще увереннее в себе, обрести новые знания и закрепить свое желание. Я так скажу по своему опыту, как мы прошли этот курс на высшем уровне. Очень доволен преподавателями и вообще университетом и банком. Очень большое содействие, в том числе сторонние организации, например, Сад Гигант или агрокомплекс Сунжи. Мы там проходили практику, нас обучали, очень все открытые были, очень довольны. Обучение в школе фермера успешно прошел и ветеринар из Малгобека Роман Домников. Мужчина планирует разводить коз. Лечить животных может без проблем. В школу фермера пришел за знаниями в предпринимательской деятельности, которые он и получил. Мне хотелось что-то новое услышать. А то у меня такой график, уже некогда что-нибудь новое почитать. А тут листовку увидел, думаю, подам документы. Удивился, что прошел, потому что были ребята, кому это нужнее, поступил. И я то услышал, я не знаю, мне все понятно. Учителя на фермы свозили, на передовые, это показали новые методы, как там лечение. Мне Опыт вам понравился? Очень, я такого не слышал. Первый поток студентов школы фермера проходил обучение почти 3 месяца. Объездили все предприятия республики, слушали лекции, наставления и не только. Участников торжественной церемонии закрытия проекта приветствует первый вице-премьер правительства Ингушетии Магомед Евлоев. Мы все прекрасно знаем, с первого дня, как Махмуд Алимук Шарипович возглавил республику, у нас уделяется пристальное внимание развитию сельского хозяйства. Действительно, как в видеосюжете отметил председатель правительства, много специалистов нам необходимо. У нас люди грамотные, у нас люди, умеющие вести сельское хозяйство. Уверен, что данная работа будет продолжена в том же ключе. И, как отметил в том же сюжете председатель, нам не придется приглашать тех же технологов, тех же специалистов агрономии с других регионов. Федеральный образовательный проект «Школа фермера» в Ингушетии стартовал в сентябре этого года. Ранее он реализовывался в 80 регионах страны. Обучающие курсы в предыдущие 9 волн прошли свыше 6 тысяч человек. В Ингушетии идея проведения возникла не случайно. В нашем регионе, где развивается преимущественно аграрный сектор, много желающих развивать бизнес. Совместную работу Россельхозбанка и Ингушского госуниверситета поддержал глава республики Махмуд Али Калиматов. В условиях санкций, когда продовольственная безопасность в приоритете, важно иметь высокопрофессиональные кадры, уверенно собравшиеся. Сегодня Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, работая со своими профильными аграрными вузами, ставит им четкую конкретную задачу, что сегодня надо не просто заниматься образованием кадров для села, а нужно еще и обращать внимание на потребности бизнеса, который работает сегодня в сельском хозяйстве. А мы видим, что те же тепличники сегодня сталкиваются с большими проблемами с специалистами, с агрономами, с технологами. Эти специалисты сегодня очень-очень-очень на селе нужны. Проект «Школа фермера», можно сказать, и это подтверждают слова наших выпускников сегодняшних, кладезь знаний. И это не только учеба. Данный проект реализует, как я понимаю, очень широкий круг задач и целей. Это и получение новых знаний, это и формирование профессионалов, которые в дальнейшем будут обеспечивать и обеспечивают на сегодняшний день продовольственную безопасность и нашего региона, и страны в целом. Это и возможность завести новый круг знакомств, полезных, профессиональных. Всего обучение прошли 30 человек. Школа фермера дает не только знания по ведению бизнеса, но и помогает повысить финансовую грамотность. Проектом предусмотрен специальный приз для отличившегося участника. По итогам реализации проекта «Школа фермера» одному из участников будет
поощрение в виде денежного вознаграждения Россельхозбанка при содействии фонда агросодействия. То есть, да, один из участников получит денежное вознаграждение. Это сумма на открытие своего дела или На запуск нового дела или на расширение действующего фермерского хозяйства. Впереди у выпускников уже практика в своем собственном деле. Теперь им важно показать все полученные навыки, открыть свое дело, продвигать существующее и заявить о себе на всю страну. Проект «Школа фермера» станет традиционным. Рина Цичоева, Сулейман Костоев, МАГАЗ 24.